Всем ассаламу алейкум. Отличный фон. Спасибо. Все по-серьезному. Слушай, самый основной вопрос, который я, значит, получал и который меня заинтересовал, когда дебют в UFC у тебя? Неожиданный вопрос. Конечно, у меня очень много планов. Один из них хочу драться за пояс М1 Global. И так же, как все бойцы, хочу попасть в UFC и поднять там кыргызский флаг. Но когда забираю титул М1 Global, после этого дай Аллах, что я попал в UFC. Ну да, там есть же соглашение, по которому можно перейти, скажем так. Да. Слушай, Рафаэль Физиев, твой конкурент, получается, да? Он же тоже поднимает флаг. Нет, я не говорю, что он не конкурент, он мой друг. Наоборот, я рад, что он там выступает в UFC, один из лучших лиг. Конечно, он тоже мне помогает, я тоже ему помогал, когда я в сборе был. Это не конкурент, наоборот, я рад, что Рафа из Кыргызстана поднимает наш флаг в международный уровень. С августа не было боев. Можешь объяснить, почему? Конечно, последние бои был очень сложный для меня. Получил немножко маленькие микротравмы и лечился, и опять перешел на форме. И, как вы знаете, М1 Global какой-то причинам перестал переводить чаще бои. Но я не могу перепрыгнуть в другой организации или какой-то где-то там. И из-за этого я всегда жду бой М1 Global. Это не зависит от нас, а зависит М1 Global. А сколько еще, кстати, боев по контракту с М1? Сейчас у нас контракт нету, закончился, но как вы знаете, я заслуживаю драться за титул. Прошел очень такой нелегкий путь, и это М1 тоже сам признает. Из-за этого я жду титульный бои. А предложения есть от других организаций, там ACA, например, может быть, какие-то зарубежные, КСВ? Там, но, если не скрывать, да, было предложение, но я, если честно, отказался. Это ACA было или другая организация? Ну, европейская организация тоже сделали, ACA тоже был предложение, но я отказался за то. Почему? Потому что я хочу драться М1 Global. Пояс М1 Global означает значимый титул для меня, для моей страны. И я этого жду. И плюс переход в UFC автоматически. Да, и есть шанс, да. Как развивается ММА в Кыргызстане? Можешь рассказать немного? Потому что многие люди знают про ММА в Кыргызстане, потому что оттуда Шевченко, сестры. То есть они пока флагман такой. ММА как вообще развивается в стране? Да, вы правильно сказали, но ММА развивается быстрыми шагами в Кыргызстане. Очень стремительные бойцы у нас появились. И 5 лет уже профессиональные ММА начали развиваться в Кыргызстане. До этого провели любительские панкратионы и так далее, много турниров. Но несмотря короткому периоду, ММА очень развивается. Как вы сказали, вот есть чемпионка UFC, есть бойцы UFC, есть One FC чемпион, есть М1 бойцы, есть ACA бойцы. И наши бойцы очень стремительно развиваются. И ММА тоже развивается очень быстрыми шагами. Когда мы увидим, значит, турнир UFC в Бишкеке? Конечно, мы очень хотели, здесь, если здесь будет много кыргызских бойцов, там, выступать в UFC, ну, приближается, конечно, сейчас в Казахстане должен был UFC, но это приближается, значит, это возможно в ближайшие годы. Ну, бойцов, по крайней мере, много в Кыргызстане, чтобы турнир заполнить.
Ну да, конечно. Это точно можно сказать. Я много где читал, что ты тренировался, я знаю, что ты точно тренировался в Таиланде, потому что эти фотографии и видео от всех прилетающие, с ними ничего не поделать. Значит, ты тренировался в Швеции, это я тоже где-то читал, и причем не один раз. Где лучше всего проводить сборы? И тренировался ли ты в США, кстати? Это тоже очень важный фактор. Нет, это я не тренировался в США, но я тренировался в Стокгольме в клуб All Stars. Ну, есть, ну, как, есть в Таиланде тоже хорошо. Ну, в Таиланде очень много спарринг-партнеров. Есть отличия, конечно, там, как вы знаете, это курортная зона. Тренируешься, отдыхаешь, и восстановление хорошее будет. Ну, отличается тоже клуб Густавсона, тоже очень хороший там парни тренируются, тренерский состав хороший. Я 6 раз был в Стокгольме, там тренировался 5 месяцев, ну, то есть месяца, 1,5 месяца там жил и тренировался. И там помогали очень, там тренерский состав мне очень внимательно помогали. Ну, я в Таиланде тоже мне помогали, но в Таиланде я провел очень много спарринг. Особенно у меня акцент делал на спарринге. Там были хорошие спарринг-партнеры, как Петр и другие бойцы, ну, топовые бойцы были. Вот. Там получил хороший опыт. Как спарринги с Петром Яном? Ну, Петр Ян сейчас, в данный момент, он один из лучших бойцов UFC. Он, наверное, занимает 3-е или 4-е место в рейтинге. Очень техничный парень, конечно, работать с ним получаешь хороший опыт. Он очень техничный, я думаю, что он, скорее всего, станет чемпионом UFC. И жесткий, самое главное, спарринг. Да, жесткий, конечно, мы работали очень жесткий, ну, как спарринги тоже он проводит на где-то 80-90% выкладывает. Есть ли план в США как-нибудь съездить, потренироваться? Да, вообще я хочу туда попасть и там тренироваться, но, как вы знаете, сложно получить визу, но я еще не подавал, но, скорее всего, если попаду в UFC, выиграю титул M1 Global, когда подпишу контракт UFC, я легкостью, думаю, получаю эту визу. Люди, многие говорят уже сейчас, я от многих это слышал, что М1 Global разваливается. Есть ли у тебя такое ощущение, что лига уже, в общем, ну, плохо себя чувствует? В финансовом там плане, турниров меньше и все такое. Ну, я думаю, это М1 же сколько у них истории, как говорит, 20 или 20 лишние, короче. И они не теряются, думаю, они, скорее всего, найдут спонсоры и надеюсь, что строят чаще турниры. Ну, точно они планировали провести турниры в Сочи. Я тоже планирую там выступать. Но в связи с случаем коронавируса все турниры отменили. Из-за этого сейчас нет турниров. Да, к сожалению. Расскажи, тренируешься ли ты вот сейчас в условиях вируса, и как ты это делаешь, если ты тренируешься? Конечно, не оставляем тренировки, тренируемся в домашних условиях, делаю кроссфит, укрепляю мышцы и делаю разные статические упражнения. Иногда, если будет возможность встречи с тренером, индивидуально поработать на лапах и так далее. Но я не теряю форму, как всегда тренируюсь. Есть желание, есть много способов для тренировок. Так что всем советую, тренируйтесь. 100%. Я уже почти все испробовал и продолжаю. Это очень важно, да, держать себя в форме. Кто первый начал называть тебя Бусик? Расскажи, и насколько тебе нравится то, как тебя называют. Потому что все, кто мне писал, бойцы там в основном, да, говорят: о, Бусик, все, Бусик красавчик, все такое. Ну, то есть это, видимо, уже давнее. Да. Ну,
Моя малая родина, это Чоңалайский район, и там мои все родные назвали Буся, Бусик и так далее, вот так меня всегда назвали так. Ну, конечно, мне приятно, когда говорит Бусурманкол, но много кто не может говорить этого, и много обращается мне Бусиком. Это тоже нормально, я считаю. Слушай, Вот так. Брюс Баффер в UFC еще не такие сложные имена выговаривал, как говорится. Так Да, что да. он как-то сказал, значит, прозвище Армана Царукяна Халкалакец, так что ничего страшного. Переживем. Так, смотри, у нас наверняка есть вопросы. Давай зададим их. Так, та-та-та-та-та. Кстати, ты знаешь, что значит твое имя? И можешь мне Да, рассказать? да, знаю. Что значит имя? Мое имя означает, Бусурманкул, но это отбирный мусульманин, раб Аллаху, вот так переводится. Сильно. Из-за этого, да, вот так. Сильно, все, будем знать. Так, ребята спрашивали еще, учишь ли ты английский? Это, кстати, важный фактор перехода в UFC. Да, конечно, я постараюсь научиться английскому языке и также хочу укреплять свой русский язык тоже. Ну, я на этом работаю, сейчас карантин, читаю разные книжки и также практикую на английский, на русский. Вот, видишь, мы прямо сейчас даже с тобой практикуем. Чего уж, Да, конечно. чего уж говорить. Это уже результат. Ну, 100%. Кстати, что ты думаешь по поводу того, что UFC турнир отменил все-таки в Америке? Как ты считаешь, это логично? Ну, то есть это правильно или наоборот стоило до последнего сжать? Я считаю это правильно. Почему? Потому что сейчас в мире такая ситуация, кто-то болеет, кто-то голодает, кто-то умирает. С уважением, мы должны с уважением относиться на этом, не драться, не проводить какой-то турнир. И также мы должны слушать закону, который приняли везде сейчас такой закон, чтобы карантин, нигде не проводит бои и так далее, где соберется 500 человек тоже, короче. Ну, карантине, да. Это не должно состояться, я считаю так. Это неуважение будет для людей. Хорошо, что отменили, это хорошая новость для меня, потому что это пандемия, когда закончится, начинается жара, думаю, потому что все заряжены, хочет вернуться, кто-то хочет на работе, вот так. Мое мнение вот так. Слушай, ты же тоже как боец фактически без работы сейчас. Ну, то есть у тебя нету источника дохода. Насколько тебе сейчас тяжело и как ты восполняешь это финансово? То есть, может, ты чем-то занимаешься еще дополнительно? Конечно, я уже 7-6 лет, я вообще нигде не работаю, я семейный, у меня год сыночек есть. Но у меня есть братья, которые мне всегда помогают в трудные моменты, хорошие моменты. Так, благодаря им окружают меня хорошие людей, и они понимают мои спорты, моей жизни, и всегда меня поддерживают. Я очень благодарен им. Вот. Я не работаю, и мне только помогают мои братья, которые меня окружают. Я всегда благодарен им. Хорошо. Кстати, а ты мог бы подраться с кем-то, кто из твоей страны, например? Или со своим другом, может быть? То есть сейчас часто бывают такие ситуации, знаешь, когда в ACB раньше было такое, после объединения лиги, люди отказывались друг с другом драться, и лига, значит, объявила, что если вы отказываетесь, значит, мы там вас увольняем. Вот ты как бы смог бы ты? Ну, сейчас, как, М1 нету наши, и UFC тоже пока мало, думаю, это не случится. Если будет, если в будущем будет такой случай, тогда мы договорились бы, вот так.
И у нас еще есть соперники за рубежом из Европы, есть большая Россия. Из-за этого, я думаю, и мне лучше было бы драться с другим бойцом. С кем, кстати, из своего веса вообще в мире, да? Ну, допустим, возьмем UFC, тебе было бы интересно подраться. На кого Да, ты это смотришь? очень хороший вопрос. Я когда начал ММА, тогда был пик в форме Джозе Альдо. Мне нравится у него стиль, ведение боя. И, конечно, я хотел бы подраться с Джозе Альдо. Когда-нибудь это случится, думаю. Надеемся, он не закончит карьеру в ближайшее время, Да, да? да. Потому что... Ну, он не собирается сейчас сдаться. Ты, кстати, как думаешь, логично, что ему дали бой с Сихуда? Ну, то есть, он проиграл по факту последний бой там, да, и вообще у него там не очень удачно идут дела. Ну, как бы он получил титульный бой. Правда, снялся с него уже, но все равно. Да, но если смотреть, это нелогично будет, потому что он проиграл. Но смотреть так, он один из лучших, один из там и самый такой титулованный спортсмен, титулованный боец. Наверное, уважали на его карьеру и дали титул. Это будет польза для Сухуда тоже. Я считаю, что Джозе Альдо заслуживает на этом, думаю. Хоть он проиграл, но у него есть имя, много кто его любит, он принесет пользу для UFC. Зафиксировали. Ты, кстати, давно ли использовал свои навыки на улице? Дрался ли ты на улице вообще? И давно ли это было? Нет, я вообще не дерусь на улицу. Даже, ну, не знаю, мне никто не пойдет, не подойдет. Так, нету мне такой. Но, если вспоминать, были раньше, когда где-то 9-8 лет назад, там, случайно, вот так, ну, детство когда я был маленький, тогда я дрался. Но когда я начал заниматься спортом, начал профессионально заходить на этом спорте, и я знал, что я могу причинить боль любому человеку. Из-за этого я себе дал слово, что я не буду бить никого на улице. Зафиксировали. Слушай, Ну, кстати, а вес сколько ты набираешь и сколько гоняешь обычно в межсезонье? Насколько в данный много? момент я 80 килограмм вешу, но я никогда не был 80 килограмм. Сейчас карантин, кушаем, движения мало. Ну, конечно, тренируемся, но набираю, да, Плюс домашняя еда. Да, это однозначно. И набираю. Сейчас 80 килограмм вешу. Но я, если честно говоря, последний бой легкости согнал, потом сейчас с водой грамотно. Ну, там есть план, где сколько, чего, как-то. На этом я гоняю. А у тебя есть тренерский штаб, то есть, да, который тебе говорит, или как это происходит? То есть, кто тебе его составляет? Ну, конечно, сначала, когда бой будет объявлен, я с тренером Кенжебек Чекиру и Александр Воинов. Александр Воинов, который он мне тренирует на стойке, кикбоксинге и так далее. А Кенжебек Чекиров, он борьба, и грэпплинг, и, в общем, ММА он готовит мне. Но есть, которые люди меня окружают, которые я сказал, они всегда, я с ним посоветуюсь. Они хорошие советы дают, например, где, когда бой принять, где я провожу тренировочный лагерь, где нет, так все. Я не сам решаю. Ну, я по конце, я сам решаю, но я всем посоветуюсь в этом деле. А у тебя, ну, то есть менеджера как такового нет, да? То есть у тебя есть просто круг людей, которые тебе помогают, и они же ведут твою карьеру, так получается, да? Ну, есть. Я просто видел, Саят лайки тебе ставит. Я подумал, что, может, Саят менеджер, как бы. Ну, конечно, Саят тоже мы хорошие отношения, мы как братья общаемся и так далее, но пока мы не определились с менеджерским. Ну, пока
пока ждем М1, там есть менеджер мой. Ну, посмотрим, будет ли он продвигать меня до UFC. Зафиксировали. Так, давай посмотрим. Так, так. О, хороший вопрос. Кем ты видишь себя через 10 лет, человек спрашивает. О, хороший вопрос. Это меня мотивирует. Я вижу себя через 5 лет. Я представляю это через 10 лет. Кем я хочу, я задаю этот вопрос. И это меня мотивирует, что я должен стать таким же, каком же так. Вот так. Ну, я хочу, конечно, в первую очередь, это человечность. Всегда соблюдать человеческий фактор. Всегда, всегда, чтобы люди уважали, всегда ты должен быть как человек лучше, а не боец. И вторую очередь, это, конечно, я хочу себе видеть как один из лучших бойцов, один из лучших показателей в мире. И вот так хочу. Ну, конечно, это попасть в UFC, выиграть титул, защищаться через 10 лет, что я доволен, завершил свою карьеру. Отлично. Есть ли какой-то у тебя второй план, допустим? Ну, стать министром спорта, условно, там, да, Кыргызстана, или там, я не знаю, ну, какой-то вот такой план. Или в бизнес. Ну, конечно, это... Я хотел бы, конечно, открыть большой спортивную академию. Если нужен будет для народа, если польза будет для народа, я стал бы министром или какой-то должность тоже занимался после карьеры. А если я не буду, не нужен буду, тогда я занимаюсь спортом. И, конечно, у меня есть большой цель, что я должен открыть, я хочу открыть большой зал, академия, в который мировые спортсмены приезжали сюда и развивались в Кыргызстане ММА и планы всех видов спорта. Зафиксировали. Так. В основном спрашивают, когда подпишешься в UFC. Вот просто, то есть основные вопросы. Когда подпишешься в UFC? О, спрашивает человек, сколько у тебя гонорар, если не секрет? Ну, конечно, я небольшой гонорар, ну, для меня это нормально, я где-то около 10 тысяч, ну, там, не больше получаю. Это вообще собой, то есть не 10 плюс 10, а просто 10? Да, 10, это в общем гонорар. Надо повышать срочно. Ну да, сейчас если за титул буду драться, это новый контракт. До этого так и получал. Сейчас, если новый контракт будет, там, конечно, рассматриваем гонорары и много тонкостей. Усурманкул, будем тебя потихоньку на обед отпускать. Скажи мне, есть ли у тебя мечта? И какая она, если есть? Мечта, конечно, у каждого человека есть своя мечта. Я уже на этом рассказывался. Мечта, так же, как и все бойцы, хочется стать чемпионом UFC, остаться не только в Кыргызстане, а в мировой истории, оставить свое имя. И вот так есть мечта, вот такие. Конечно, есть мечта, которые хочу. У нас, как мусульмане говорят, это хочу получать удовольствие Всевышнего. Зафиксировали. Спасибо. Ну что, друзья мои, если кто-то до сих пор не подписан на Бусурманкула, надо подписываться. По той простой причине, что парень стремится в UFC, это очень важно. Возможно, именно вы поможете ему эту мечту и реализовать, да, плюс спорт. Плюс очень позитивный, и это важно, да, потому что в наше время без позитива никуда.
не стесняемся и подписываемся на меня, потому что новостей будет много, бойцов много. Карантин нам не помешает проводить прямые эфиры с такими позитивными ребятами. Вот что вам хочу сказать. Спасибо вам, тебе. Егор. Спасибо тебе, хорошего дня. Удачи вам. На связи, Вообще. счастливо. Пока-пока. Да.